Что же на самом деле мы пытаемся поделить? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой спецпредседатель ЕС назвал главную причину конфликта на таджикско-кыргызской границе. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана мог быть спровоцирован организованными преступными группами, считает спецпредседатель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан. Это может быть контрабанда, которая входит в сферу интересов различных организованных преступных групп. Они могли спровоцировать конфликт, заявил Буриан. Другими причинами конфликта являются нерешенные вопросы по распределению водных ресурсов и нереализованные договоры между двумя странами, отметил Буриан. Спецпредседатель ЕС прибыл в Бишкек 1 июня в рамках своего заключительного визита в регион. Он провел двусторонние встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и главой МИД республики Русланом Казакбаевым. Как вы относитесь к такому мнению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ну, я уже боюсь называть это конфликтом. Какой же это конфликт, если несколько десятков человек погибли, сотни ранены, а десятки тысяч оказались внутренними беженцами, перемещенными лицами, я имею в виду в первую очередь киргизской стороны. Это маленькая война. Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась, напомним, 28 апреля. На водораспределительном узле Головной, расположенном в верховьях реки Исфара, возник конфликт между жителями двух соседних стран. Власти и Таджикистана, и Кыргызстана считают, что водораспределительный объект расположен на их территории, однако принадлежность узла пока не определена. Да, действительно, местное население испытывает серьезнейшее взаимное напряжение, если не сказать ненависть и враждебность. Отчасти этому способствует поведение местных авторитетов с обеих сторон. Уже на следующий день, 29 апреля, конфликт между местными жителями перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. 30 апреля главы МИД и премьер-министры двух стран провели экстренные переговоры, в результате которых были достигнуты договоренности о прекращении огня. И к 3 мая обе стороны вывели всю военную технику из зоны конфликта. Конечно же, многие эксперты считают очевидным, что две страны пытаются поделить водные ресурсы, которые сейчас как никогда дороги. Но также бытует мнение, что действительно такая проблема существует, но довели до такого конфликта именно преступные группировки, о которых говорилось ранее. Таким образом, чтобы перекрыть свой трафик или отвести внимание от своих дел, преступные группировки побуждают жителей обеих стран к радикальным действиям, тем самым действуя лишь в собственных интересах. А вы как думаете, возможно ли это? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!